Создавать что-то, опираясь на культуру удмуртов и не знать ее тонкостей, очень тяжело. Вадим Крестьянинов провел много бессонных ночей за изучением быта и мифологии, чтобы воплотить свой проект в жизнь – настольные игры на удмуртском языке. Как бы странно это ни звучало, что из деревни приехал в город и познакомился с удмуртской культурой здесь. Проект зародился еще во время учебы в университете. Увиденное в магазинчике в Беларуси вдохновило и заставило принимать серьезные решения. Смотрю, а это что за интересные коробочки? Настольные игры сейчас как бы популярны, и почему их нет на удмуртском языке, в Удмуртии, именно про нашу культуру, про наш язык. После этого как-то вот это все закрутилось и превратилось вот примерно вот в это. Настольные игры на удмуртском языке Чукиндер. Первая игра, сделанная Вадимом и его друзьями из молодежной организации Шунды «Мафия», полностью построена на мифологических существах. Процесс запустили с проработки образов героев. Мы вот подумали, что сначала будет вот игра «Мафия», сделали ее за 2 месяца. В тот момент я еще даже не знал, что такое удмуртская мифология. Я не знал, что такое удмуртские сказки. Деревня засыпает. Сейчас уже создано 5 игр: Важадыр, аналог мафии, Джечь-перепечь, уно с удмуртскими блюдами, Тодад-вождь, мемори с цветами и предметами быта, и Рудит. В каждой игре отражена удмуртская культура. Игры очень у нас популярны в Москве, очень много игр за границей. Это и в Германии, это и в Венгрии, в нескольких городах. Эстония, Финляндия. Некоторые игры переведены на английский язык. Сейчас у Вадима в планах новая разработка. Эта игра тоже отражает мифологию удмуртского народа. Здесь игроки должны заколдовать соперников и победить в битве. Самая, наверное, моя любимая, которая еще не вышла в разработке. Вадима ждет долгий и тернистый путь к созданию бизнеса и турниров на основе своих игр. Но опускать руки времени нет, в голове много идей, а родители, друзья и любовь к родной культуре помогают двигаться вперед.